Седьмое совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намоэндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва состоялось сегодня, 26 декабря в Душанбе. На совместном заседании Верхней и Нижней палаты парламента президент Эмомали Рахмон обратился к парламенту страны со своим очередным посланием. Послание по сложившейся традиции охватит основные направления внутренней и внешней политики Республики Таджикистан. Президент Таджикистана объявил мораторий на проверку субъектов предпринимательства в производственной сфере в 2019-2020 году. Об этом лидер страны заявил в своем ежегодном послании к парламенту в среду, 26 декабря в Душанбе. Мы стремимся к развитию производственного предпринимательства и принимаем меры для этого. Именно субъекты частного предпринимательства являются основным механизмом развития, и они нуждаются в государственной поддержке, сказал глава государства. В этой связи предлагаю объявить мораторий на все виды проверок субъектов предпринимательства в производственной сфере 2019-2020 годы, причем проверки запрещаются всем проверяющим органам, в том числе Генпрокуратуре, Агентству по борьбе с коррупцией, Нацбанку, Минфину и другим проверяющим органам, подчеркнул Эмомали Рахмон. Информационное агентство «Авеста». 4 звуковых выпуска в день, и все это для тебя. Президент Эмомали Рахмон назвал неудовлетворительным качество образования и ситуацию с изучением иностранных языков в общеобразовательных учреждениях страны. По его словам, в сфере образования существуют две основные проблемы – нехватка профессиональных кадров и представление качественного образования. Если у педагога низкий уровень профессионализма, то, соответственно, он не может предоставить качественное образование, поэтому предлагаю раз в 3 года проводить аттестацию работников системы образования на всех уровнях, подчеркнул глава государства. Неудовлетворительным является ситуация с изучением иностранных языков, особенно русского и английского языков. Эти 2 языка входят в число 6 языков международного общения, отметил он. За счет модернизации ГЭС Вахтского каскада мощность функционирующей гидростанции этого створа увеличится на 4 миллиарда киловатт в час электроэнергии. Об этом заявил сегодня Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании парламенту страны. По словам Эмомали Рахмона, этот процесс модернизации 3 гидроэлектростанций, в частности в текущем году, сдан в эксплуатацию модернизированный первый агрегат Сарбанской ГЭС. На реконструкцию Нурекской и Каракумской ГЭС будут выделены большие средства. В частности, на модернизацию Нурекской ГЭС потребуется $750 миллионов. На реализацию первой фазы этого проекта будет выделено $350 миллионов. Практическая реализация проекта начнется в канун праздника Навруз в будущем году. Информацией сыт не будешь. Будешь информирован, если даже не сыт. Информационное агентство «Авеста». Национальный олимпийский комитет Таджикистана утвердил обновленный список таджикских спортсменов по финансовой поддержке для подготовки и завоевания путевок на Олимпийские игры Токио 2020. Как сообщает пресс-центр НОК-РТ, из прежнего списка по своему желанию или желанию тренеров выведены Сухро Бакиев и Мадина Гафорова. Согласно обновленному утвержденному списку, финансовую поддержку для подготовки и завоевания путевок на Токийские Олимпийские игры 2020 года будут получать 15 спортсменов. Спортсмены будут получать финансирование с 1 января 2019 года до 31 августа 2020 года. Согласно программе по финансовой поддержке спортсменов для подготовки к Олимпийским играм 2020 года выведено $216 тысяч. И в период с сентября 2017 года по декабрь 2018 года из этих средств на подготовку 15 спортсменов потрачено $96 тысяч. Размер средств на подготовку спортсменов из обновленного списка в период 2019-2020 годов составляет $120 тысяч.